Вы смотрите новости в прямом эфире. В студии Сергей Михедов. Здравствуйте. Коротко о главном. Строительство детсада и начало новой жизни Центра народного творчества. А.С. Николаев посетил Сунтарский район с рабочим визитом. Работа в комфортных условиях. Новый жилой дом для молодых специалистов строят в Заречном селе Хангаласского района. И триумфатор кинотавра на больших экранах. Якутский фильм «Пугало» в скором времени может выйти в широкий прокат. Глава Якутии с рабочим визитом посетил сегодня Сунтарский район. Сразу по прилету в село Сунтар А.С. Николаев отправился на строительную площадку нового здания детского сада. Его возводят в рамках национального проекта «Демография» и федерального проекта «Содействие занятости женщин». Из-за ограничительных мер в связи с пандемией строительные работы на объекте ведутся с небольшим отставанием от плана графика. А.С. Николаев поставил задачу завершить все работы в срок. Также глава региона провел рабочее совещание районного оперштаба по борьбе с коронавирусом. А.С. Николаев поручил держать эпидситуацию в Сунтарском районе на особом контроле. Еще одним пунктом визита стало торжественное открытие Центра народного творчества имени выдающегося народного певца и сказителя Олонхо Сергея Зверева Кылуалла. Центр построен на спонсорские средства народного депутата республики, генерального директора компании «Арктик Капитал» Матвея Евсеева. А.С. Николаев выразил благодарность энтузиастам народного творчества, строителям объекта, всем, кто причастен к созданию центра. Как раз год юбилея такой прекрасный объект построен силами компании «Арктик Капитал» при поддержке администрации Сунтарского УСа. Замечательный пример высокой гражданственности, социальной ответственности, бизнеса и вот чисто такой человеческой любви к своей родине проявил Матвей Николаевич Евсеев, который долгие годы был руководителем алмазной промышленности, сейчас работает в золотодобывающей промышленности, но при этом вот колоссальные средства на самом деле вкладывает в культуру родного района. И, конечно, уверен, что все жители республики согласятся, что, конечно, сегодня вот вручение высшего ордена нашей республики, ордена «Полярная звезда» Матвея Николаевича Евсеева было на самом деле абсолютно справедливым и долгожданным. А в Вилюйском районе Якутии появятся 20 новых жилых домов. Многоквартирные дома построят в Вилюйске, поселке Касылсыр к 2021 году в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда». Всего в эксплуатацию сдадут 101 квартиру. В настоящее время проводятся аукционы на земельные участки. Параллельно разрабатываются проектно-сметные документации. Отмечается, что на строительство домов предусмотрено порядка 430 миллионов рублей. Также жилой дом начали возводить в Заречном селе Титебя в Хангаласском районе. Строительство ведется по линии госпрограммы «Комплексное развитие сельских территорий». Это второй по счету объект в селе, предназначенный для проживания приезжих молодых специалистов. Подробнее о ходе строительства материал Виолетты Засимовой. Деревянный жилой дом для молодых специалистов начали строить в селе Титебя в начале сентября. Объект разместили в центре села, буквально через дом от наследной администрации. Договор подряда был заключен с компанией КСК «Лидер». В качестве строителей наняли местных работяг. Сейчас 6 они занимаются возведением коробки дома. Одноэтажный дом будет состоять из 4 благоустроенных квартир с отдельными входами. Площадь каждой квартиры 54 квадратных метра. Общая стоимость этого дома составляет 13 миллионов рублей. Из них 10 миллионов рублей из госбюджета по программе комплексного развития сельских территорий. И софинансирование МР Хангаласский ЛУС 750 тысяч рублей, СХПК Самартай 760 и местного бюджета 1,5 миллиона рублей. По условиям софинансирования в 2 квартирах из 4 будут жить работники сельхозкооператива «Самартай». В 2 другие квартиры заселят молодых специалистов бюджетной сферы, например, учителей или медиков. Стоит отметить, что в Жимконский первый наслед, который состоит из сел Титебя и Хатачу, приезжает работать достаточное количество молодых специалистов. Если молодые специалисты приезжают, как правило, куда они идут работать? Они, вот у нас есть сельхозpoтребительский кооператив «Самартай». 3 школы у нас есть, 2 детских сада, и еще вот кооперативы и крестьянское фермерское хозяйство.
В квартирах молодые специалисты будут жить на условиях договора социального найма жилого помещения и в сроки действия их трудового договора с работодателем. Завершение строительства и заселения молодых специалистов планируется к концу этого года. Виолетта Застимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. В Тампонском районе в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» завершен ремонт 2 участков протяженностью 20 километров. Приемочная комиссия управления дорог Якутии оценила качество дорожного полотна, рассказывает Мария Винокурова. Ремонт автодороги Яна подрядной организацией ООО «Дортранс» начался в 2019 году. Бригада провела работы по отсыпке дорожной одежды, выравниванию откосов, укладке водоотводных труб на автодороге с 509 километра федеральной трассы Колыма по направлению Тополиное-Нижний Янск. Первый объект был переходящий объект. 19 и 20 год строились, и в этом году заканчиваем. Вот 20 километров общая протяженность была, и в этом году уже мы десятку заканчиваем. Ну, то, что осталось. И здесь вот на дальнем участке, 158-м, 163-м километре, мы закончили ремонт тоже, да? В работе было задействовано 20 человек, 6 единиц землевозной техники. Несмотря на сложности горных условий, поломки техники из-за скального грунта, дорожники в срок успели завершить работы. 70 тысяч кубов был объем. Вот. Было все это сделано за где-то 1,5 месяца. Это достаточно быстро, да, с откосами, с бермами, с дорожной одеждой. Так, дорога 5-й категории, 8 метров ширина дорожного полотна. В Якутии в рамках национального проекта «Безопасные и качественные дороги» до конца года сдадут еще 20 объектов дорожного строительства. Мария Винокурова, Богдан Тиянич, Хандага, Тампонский район. По оперативным данным авиалесоохраны, на территории Якутии действуют 27 природных пожаров. Задымленность ощущают в более 20 населенных пунктах региона, в том числе и в столице. Роспотребнадзор ведет мониторинг состояния атмосферного воздуха по 7 показателям. Концентрация оксида углерода, оксида азота, диоксида азота не превышает допустимую норму. Зафиксировано превышение допустимой концентрации вредных частиц в воздухе по 2 показателям – PM2,5 и PM10. Частицы PM2,5 легко проникают сквозь биологические барьеры и поэтому представляют наибольшую угрозу для организма человека. Управление Роспотребнадзора по Республике Саха-Якутия продолжает мониторинг за качеством атмосферного воздуха на территории города Якутска по 7 показателям. Сегодня установлено превышение предельно допустимых концентраций загрязняющих веществ по 2 показателям. Это PM2,5 и PM10. Превышение предельно допустимых концентраций были установлены на 8 часов утра и во время обеда в 13:30 часов. Исследования продолжаются. Огонь также нанес серьезный ущерб хозяйству в Якутии. Около 30 тонн сена сгорело у фермера из Тулагина-Кильдямского наслега. Инцидент произошел в местности Русский остров, расположенной в 8 километрах от села Тулагина. Раньше в селе подобных случаев не было. Изредка подтапливало сенокосные угодья. Администрация наслега считает причиной возгорания неосторожное обращение с огнем отдыхающих на природе. Общий ущерб от пожара составил более 170 тысяч рублей. Дело передано в полицию, обстоятельства выясняются. 18 сентября было обнаружено возгорание острова Русский, где мы вот находимся. И силами крестьянских хозяйств мы успели вывести некоторые части рулонов. А так, вот в настоящее время мы составили акт о том, что сгорело 95 рулонов, ну, примерно по 300 килограмм. Составили акт, передали Управлению сельского хозяйства для дальнейшего принятия решений. Надеемся, что возмещение будет. Переходим к теме коронавируса. За минувшие сутки в Якутии выявили 66 новых больных. Согласно данным оперштаба, из них в Якутске 32, в Мирнинском районе 10, в Мегино-Кангаласском 9, Таттинском 6, Алданском районе 4, в Вилюйском районе 3 случая. В Нерюнгринском 2. Летальных исходов от COVID-19 за сутки нет. Лаборатории Якутии провели более 2500 исследований. Воспитанников Республиканского училища Олимпийского резерва в связи с открытием инфекционного стационара в здании разместят в гостиницах и общежитиях Якутска.
Об этом нашему телеканалу сообщила заместитель руководителя регионального оперштаба Ольга Балабкина. Инфекционный стационар с 19 сентября начал принимать больных коронавирусом в легкой форме. Перед принятием этого решения была очень четко проработана схема. В системе спорта республики есть другие помещения, в которых спортсмены могут жить и продолжать занятия. У нас есть соответствующие гостиницы и общежития в спорткомплексе «Триумф». Есть еще ряд других баз. Оперштаб действует в режиме повышенной готовности в соответствии с федеральными законами, отметила Ольга Балабкина. Перед принятием этого решения была очень четко проработана схема о том, что в целом в системе спорта республики есть другие помещения, в которых ребятишки могут жить непосредственно для того, чтобы этот процесс осуществлять дальше. У нас есть соответствующие гостиницы и общежития в «Триумфе». У нас есть еще ряд баз, в которых ребятишки могли бы жить. Поэтому решение оперативным штабом, который действует в режиме непосредственно по повышенной готовности, которая в соответствии с федеральным законом является режимом, по сути дела, предчс, является обязательным для всех. Полностью даны все разрешения Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия. Точно так же в последующем под ответственность Роспотребнадзора Республики Саха-Якутия там будет и, соответственно, дальше размещаться детское учреждение, там общежитие, гостиница, которая там существует. Из-за пандемии традиционная выставка-ярмарка сельхозпродукции «Продовольствие» в этом году не состоится. Об этом сообщает пресс-служба Минсельхоза региона. В связи с неблагоприятной эпидситуацией и в целях недопущения распространения коронавирусной инфекции проведение мероприятия отменено по решению правительства республики, говорится в сообщении. «Продовольствие-2020» планировали провести 26 и 27 сентября на Комсомольской площади в Якутске. Мероприятие должно было собрать около 100 предприятий. Приятная новость для любителей кино. Якутский фильм «Пугало» может выйти в прокат уже в следующем году. Об этом сообщил режиссер фильма Дмитрий Давыдов. Сейчас идут переговоры, впереди много работы, будет большое фестивальное продвижение, отметил режиссер. Мистическая драма Дмитрия Давыдова рассказывает о деревенской юродивой, которая исцеляет людей ценой своей жизненной энергии. Жители села сторонятся ее, но по ночам приходят с просьбами помочь избавиться от болезней. Женщина знает, что целительский дар однажды ее погубит, но продолжает делать добрые дела. К этому часу это все новости. Мы следим за развитием событий. Оставайтесь с нами.